Уважаемые коллеги, на часах 14:00, и мы продолжаем наш цикл визионерских лекций. К сожалению, у нас произошла очередная накладка с нашими московскими спикерами, но в этот раз это не беда, потому что частично к атусу новых профессий и все, что с ним связано, руку мы приложили в том числе. Поэтому тот основной посыл, тот основной тезис про трансформацию образования и про то, что происходит с занятостью и навыками, вам расскажет наш приглашенный спикер Алексей Яцина. Ваши аплодисменты. Да, спасибо. Дима, наш друг и коллега, значит, действительно заболел внезапно, вот, за что мы его не поощряем. Поэтому я сегодня перед вами буду в качестве Димы. Презентация его, поэтому я ее знаю примерно так же, как и вы. Я ее всю покажу, но смысл не в том, чтобы прочитать, что там написано на слайдах. Вы это и так умеете фотографировать, вы получаете эти презентации в раздатках, вы их там внимательно посмотрите. Я попробую вам восстановить логику наших рассуждений, когда мы пытаемся подойти к таким штукам, как профессия. Ну вот кажется очевидно, да, что такое профессия? Неочевидный ответ. Да, потому что профессия – это тот, кто занимается профессиональной деятельностью. Или профессия – это то, что записано в справочнике. Или профессия – это то, за что платят деньги. А это разные ответы. Да, профессия – это в том, в чем ты профессионал. То есть плохой сварщик – это не профессия, а хороший сварщик – профессия. Вот мы эти рассуждения, я попробую вам восстановить. Почему мы считаем это важным? Потому что от того, как вы в группах сегодня дадите ответ на этот вопрос, а вы, собственно, этим вопросом и занимаетесь, да, как учить, вот когда вы говорите технологии формата, да, чему учить, какие компетенции на выходе, кто должен этому учить, то от того, как вы дадите ответ на этот вопрос, у вас на выходе будут ответы на другие вопросы. Вы вчера произносили прекрасные слова, нам нужен конкурентоспособный выпускник. А конкурентоспособный – это что такое? А он с кем конкурирует? Он конкурирует с таким же выпускником здесь, на мировом рынке. А это значит, что, знаете, в Липецке, когда обсуждали университет, они внезапно сказали: слушайте, а нам ведь надо остаться средненьким университетом. Потому что если мы станем классным университетом, то мы проиграем классным университетам Москвы. А лучшие наши липецкие друзья так и так уезжают в Москву, в Питер, а кто может, тот и в Стэнфорд. А если мы останемся средненькими, то все, кто считает, что на Москву не претендует, он пойдет к нам. Понимаете, такой интересный выбор, а мы все про конкурентоспособность. Вот, поэтому это такая очень неочевидная история, неочевидные ответы. А пока мы их не дадим, с моей точки зрения, обсуждать суперкампус бессмысленно, потому что иначе это превратится в... Знаете, в Екатеринбурге построили технопарк, грохнув то ли 2 миллиарда рублей, то ли 4 миллиарда рублей. Такие, может быть, кому-то не очень большие, в моей голове не укладывающиеся деньги. И он оказался пустой. Потому что ни одного резидента, просто никто не подумал. Здание построили, а про жизнь никто не подумал. Да. Поэтому я попробую вам эту картинку размышлений о занятости и навыках поговорить. Значит, это известная штука. Один мой коллега, который занимается искусственным интеллектом, сказал ровно следующее, что если есть задача, с которой человеческий мозг справляется быстрее, чем за секунду,
она неизбежно будет автоматизирована. Ну, например, мы быстрее, чем за секунду, распознаем лицо друга от незнакомого нам человека. Мы отличаем собаку от кошки. Мы отличаем одну породу собак от другой породы собак. Ну, кто в этом хоть чуть-чуть разбирается. Вот эти задачи сейчас успешно автоматизируются, решаются с помощью искусственного интеллекта, обработки больших данных и так далее. Это означает, что в буквальном смысле большая часть того, что мы делаем, будет вытесняться роботизированными, автоматизированными системами. Останется либо что-то очень простое и дешевое, ну то есть там, где дороже разрабатывать робота. Ну, например, проще гастарбайтерами собирать виноград на виноградниках Франции, потому что там надо по теруарам ползать, лазить и так далее. Вот. Хотя на чилийских виноградниках и аргентинских уже стоят роботы. Они проезжают, отлично срезают виноград, там большие поля. Вот. А по там, испанским, французским виноградникам проще, чтобы, значит, какие-нибудь беженцы, сирийцы, значит, ползали там тоже с нарушением трудового законодательства, потому что им, как беженцам, нельзя работать, поэтому зато им можно заплатить не европейскую ставку, а в 3 раза меньше. Ну и вот это все. Значит, да, значит, останутся либо очень простые задачи, либо очень творческие. Хотя про творческие задачи вам тоже рассказывали, что и из них идет вытеснение. То есть часть задач перестает считаться творческими. Ну, например, когда я был молодым, это было очень недавно, всего лишь каких-то 20 лет назад, считалось очень творческой задачей написать правильное коммерческое продающее письмо. Специальные книжки выходили о том, как этому научиться, значит, переводили западных гуру. Я помню, как зачитывался, значит, Барбара Минта, значит, «Золотые правила», значит, и так далее. А теперь это делает робот. Он пишет отличные коммерческие продающие письма. У него конверсия лучше, чем у, значит, любого из нас. Это не творческая задача, как выяснилось, а просто алгоритмизированная, и все. Вот поэтому, значит, вот это все исчезнет. Вопрос, что будет оставаться? Оставаться будет, наверное, вот это. При этом обратите внимание, некоторые вещи, они недорогие. В смысле, непрезентабельные. Ну вот, что такое человекоцентрированные сервисы? Это там, где может быть, робот сделает лучше, быстрее и качественнее, но нам бесконечно важен peer-to-peer контакт. Девушки прекрасно знают, это весь сервис красоты. Как говорит одна моя подруга, Холли или Лея. Значит, вот это косметология, маникюр, спа, уход, массажи. Это очень долго останется человеческим в обозримом периоде. Но это, как сегодня говорил Афанасий, он сказал, что, друзья, ну как бы это же как бы много бизнеса, ну это много людей занятых, самозанятых, предпринимательских, предприимчивых, но это не высокотехнологичный и не бизнес с не очень высокой маржой. Вот, поэтому вот такие сектора, скорее всего, останутся для человека. Но надо смотреть, что это же не в смысле индустрии отдельная, а это занятости в разных, в том числе старых индустриях. Когда мы говорим про, например, сельское хозяйство, мы же говорим, что сельское хозяйство переживает свой ренессанс. Туда пришли как бы технологии другие, и теперь продуктивность с гектара, ну, как бы увеличивается кратно, а в некоторых случаях на порядке.
что вновь делает эту деятельность сверхприбыльной, а значит, перспективной для освоения. Вот, значит, про навыки. Для того, чтобы заниматься вот этим, да, похоже, что нужно вот это. Если вы посмотрите, то большая часть того, о чем мы рассуждаем, она про общение. То есть как мы рассуждали? Мы рассуждали так, ну, вообще раньше надо было уметь, ну, правильно стучать молотком. Вы наверняка знаете, что Алексей Гастев, значит, создатель и руководитель Центрального института труда в 20-30-е годы, первое движение, которое изучал рабочее, это удар молотком по зубилу, чтобы, значит, отрубить металл. А это было чуть ли не одной из самых главных технологических операций в начале 20 века. Использовалось везде, во всей металлообработке, соответственно, во всем машиностроении, во всем слесарном деле, ну, то есть везде это использовалось, и он изучал это движение. А удар молотком по зубилу – это то, что мы называем hard skills. Это жесткая сцепка человека с конкретным инструментом. Но дальше мы стали понимать, что вообще-то жесткая сцепка человека с конкретным инструментом стала пропадать. Мы перестали бить молотком, мы нажимаем кнопку там значит, молота какого-то, да, там просто нажимаем. Потом мы перестали нажимать кнопку пневмомолота. Мы еще отошли от непосредственно станка. Мы стали программировать, значит, на пульте. Потом мы еще отошли от станка, мы теперь можем сидеть в диспетчерской, где-то там, значит, машина, значит, металлообрабатывающий цех, а мы следим в диспетчерском пульте, чтобы все лампочки были, ну, там, зелененькие, а рычажочки, значит, ровненькие. Следующим шагом мы еще оттуда отойдем, следить будут контроллеры, мы будем где-то в этот момент находиться. У нас есть коллега, который в целом последний год с телефона, неважно, где он находится, ему главное, чтобы не прерывался интернет-канал, контролирует все системы и все сервера Федеральной налоговой службы Российской Федерации. С телефона. У него там софт, позволяющий там видеть, все ли работает, ничего ли там не упало, как хранятся данные, как они обновляются, синхронизируются, и он оттуда совершает все действия. Отлично чувствует себя. Ну, как бы раньше ему надо было ездить на работу, сейчас он говорит: отлично, спасибо пандемии. Хо-хо, я занят семьей, детьми. Вот, и, значит, интересная мне задача. Вот, поэтому мы стали рассуждать. Но если человек все отходит и, значит, отходит от станка, Мальдивов на всех не хватит. Ну, по объективным причинам они маленькие и утонут, если мы все туда переедем. Вот, лежать на пляже, пить мохито и, значит, управлять все через смартфоны, то что останется человеку? И человеку остается общение. Вот если вы посмотрите, то на самом деле это все про общение. Эмоциональная грамотность. Ну, в смысле, чувствовать эмоцию, передавать эмоцию. Ну, это же важно. Не поругаться. Знаете, особенно утром, значит, в тесном автобусе или там в маршрутке, вот это вот не наорать друг на друга. Там, понимать, в каком ты состоянии сейчас, в каком я состоянии. Да? Социальная грамотность. Ну, там, где у нас тут? Кросс-культурность. Межкультурная коммуникация, кросс-культурное общение, понимать, я такой культуры, ты другой. Как-то находить общее поле, да, там, для интересов. Тем больше мы все больше перемешиваемся, особенно в крупных городах. Но и даже выезжая из крупных городов куда-то в местность реже населенную, тоже смена культуры. Да? Есть, знаете, если раньше мир делился на христиан и мусульман, ну, вот в захребетной части, значит, Евразии, в основном мир делится на
христиан и мусульман. В этой части Евразии мир в основном делится на, значит, буддистов и конфуцианцев. Вот. Но выезжая из больших городов, на самом деле сейчас мир делится на тех, кто живет в маленьких городах и в сельской местности, это одна культура, и тех, кто живет в больших городах. Две такие нации, которые скоро перестанут друг друга понимать. Значит, вот это все про общение. И экологическое мышление – это тоже про общение, потому что это способность увидеть последствия своего действия на максимально дальнем горизонте. То есть тот навык, который был у наших предков, это думать даже не про будущее поколение, а на много поколений вперед. Потому что когда устанавливались всякие правила, сколько рыбы это племя может добыть из этой реки, предки понимали, что как бы сейчас добудем чуть больше, потом, значит, все умрем. Вот. Способность к научению – это тоже общение. Вот все это про коммуникацию. Значит, дальше. Мы стали думать о том, что все-таки человек – существо, ну, если он коммуницирует, все-таки существо социальное, а значит, ключевыми навыками и историями становится коллективность, а шире командность. Вот вам говорили о том, что мир очень быстро изменяется. На самом деле не мир быстро изменяется, а мы мир быстро изменяем, потому что любое изменение – это на самом деле искусственное действие. То есть кто-то его задумал, и кто-то его реализовал. Просто таких стало много. Таких очень много. У нас 8 миллиардов. Значит, 10% буйных – это примерно, значит, 800 миллионов. Вот 800 миллионов, значит, занимаются изменениями каждый день. Ну, на нас это на всех, значит, накатывает в виде всяких новаций разных. От законодательных инициатив, значит, чиновников до технологических устройств, без которых мы тоже теперь уже не можем себе представить жизнь. Вот. Я тут на сутки остался без смартфона. Ничего не могу, все. Я не могу работать, я не могу пообщаться, я не могу узнать, как здоровье родителей. Я даже заплатить не могу в магазине. Все в телефоне. Как это? Делайте резервные копии телефонов, храните второй телефон где-нибудь на всякий случай. Это прям про цифровую, это по поведению. Да? Вот, значит, мы стали говорить, что люди занимаются изменениями. Изменениями люди занимаются в коллективах, а скорее в командах. То есть мы говорим, что команда – это неотъемлемая часть проекта. Это как близнецы-братья. Проект – это деятельность по изменению, по созданию искусственно чего-то того, что не было. А команда – это люди, которые этим занимаются. Поэтому умение собирать команды, умение быть в команде, умение разбирать команды, пересобирать команды – вот это следующая часть, про которую мы стали размышлять. Дальше мы поняли следующее, что если мир такой быстрый, а мы такие сложные, ну, в смысле, мы перестали быть управляемыми, в некотором смысле мы перестали быть роботами, ну, вот как насытившись, то значит, речь идет о том, что мы будем заниматься тем, что нам интересно. Что такое профессия на всю жизнь? 150 лет назад, 200 лет назад, когда в нашей стране началась индустриальная революция, а в Англии она началась еще раньше, да, в конце 17-го, начале 18 века, происходил один очень понятный процесс. Был голод физический, и поэтому тот, кто нанимал на работу, на заводы и фабрики, в целом мог платить, позволить себе платить так,
чтобы только закрывать вот минимальные вот эти потребности в голоде. Но, значит, в каких-то странах чуть пораньше, например, в США где-то в 50-е годы 20 века, значит, в нашей стране чуть попозже, где-то, значит, в 90-е, голод закончился. Просто закончился. Во всех смыслах этого слова, начиная от вот этого лозунга, значит, курица на столе, автомобиль в гараже, заканчивая тем, что ну, любую информацию можно сохранить, перезаписать, скопировать, пересмотреть второй раз. Ну, это в моем детстве, если ты не посмотрел, значит, серию мультика, ты на следующий день можешь не идти в школу. Ты все, ну ты никто. Все посмотрели, а ты изгой. Всем есть что обсуждать. А тебе нечего, ну что? И ты чувствуешь себя вне коллектива. Все, привет, лучше пропустить день, потом прийти, как бы, когда все поутихнет. Вот, этот голод закончился, вы все можете пересмотреть. Записать, скопировать, раскопировать. Это, ну, такое. Вот. Это значит, повлекло за собой появление гигантского объема информационного мусора, но это уже следствие. Но смысл того, что голод закончился, состоит в том, что мы стали заниматься тем, что нам интересно. Почему люди раньше всю жизнь работали на заводе? Надо кормить. А сейчас ты можешь 3 года поработать и на год уйти в ретрит. Слово такое, означающее, что... Или как это, в дауншифтинг. Ну, типа, я уже не хочу карьерно развиваться, я годик по дауншифтю. Почему? Да потому что куча есть сервисов, которые обеспечивают минимум мной необходимых потребностей. Снять хату, ну, снять квартиру не проблема. Пользоваться автомобилем могу не покупать там, где надо на велосипеде, там, где надо, возьму в каршеринг. Значит, путешествовать, огромное число сервисов, позволяющих делать это дешево, вплоть до, типа, подбросьте до Парижа. Поехали. История взаимопомощи, знаете, прекрасные туристические сервисы, типа просто за приятное общение покажу вам свой город, как бы расскажу все, буду таким вот импровизированным гидом, еще чаем напою, спать уложу. Люди так ездят по всей Европе. Все, привет. Ну, то есть люди стали заниматься тем, что интересно, а интересы меняются. И никто никого уже не может принудить, как это, к 7 утра идти на работу. Где-то вот здесь это было. Сейчас найду или не найду. Нет, вернемся. Ой, вылетел, да? Не то нажал. Да. Вот какой-то. Вот этот, да, 7. Значит, ну, прошу показать. Поэтому это не трансформация профессий. И профессии меняются. Вам сегодня Максим рассказывал, что 3, 4, 5 лет максимум и меняется технологическое оснащение и система организации в производстве. И надо переучиваться. Вот, полностью. Но меняется и поведение людей. Людям стало интересно. Интересы меняются. Сегодня было интересно быть преподавателем в колледже, завтра интересно пойти на завод, послезавтра вообще интересно заняться каким-нибудь макраме или там, шить национальную якутскую одежду или что-то еще такое делать, да, там какой-нибудь, или стать предпринимателем и вывести какой-нибудь бренд, значит, или стать хедлайнером в ТикТоке. Как мы меняемся. Вот отсюда все вот эти запросы на учебу всю жизнь, постоянное доучивание, переучивание. Если вы откроете интернет и посмотрите, то курсов, значит, обучения всему-всего, ну, огромное количество. И я вообще не понимаю, как колледжи пытаются составлять сейчас конкуренцию
значит, обучению каким-то навыкам. В колледже, в котором учится мой сын на робототехника, 2 года не могут настроить роборуку у Кука. Ну, Москва. Хотя, казалось бы. Вот. Но ничего страшного. Оказывается, есть огромное число роликов в YouTube. Сын справился. Все, поехали там на какой-то завод. Он уже показал, что может это делать. Заодно освоил 3D-печать, еще что-то. Я прям удивился. Ролики в YouTube. Как вы можете там... А их выпускают, выкладывают. Появилась новинка. Тут же кто-то выложил ролик, как ее распаковать. Тут же кто-то выложил ролик, как ее, значит, настроить. Кто-то уже выложил ролик, как ее ремонтировать. Кто-то выложил ролик, как ее перепрограммировать. 2 дня, 3. Наверное, не знаю. Вот. Таких становится все больше. Маленькие дети нативно осваивают вот эти все наши устройства, тачпады, айпады, быстрее, чем научаются ходить и говорить. Вот, поэтому, значит, вот это приводит к всем вот таким штукам. Да, это еще отдельная история. Ну, ошибся и ошибся, ладно. А потому что очень дешево стоит поломка. Вы представляете? В моем детстве разбить дома какую-нибудь тарелку или чашку. Да, это кошмар. Это же, во-первых, сразу неполный сервиз. А это была гигантская ценность. За ним стояли в очереди, писали номерки на руках и перекличку делали в 4 ночи. Представляете, порвать книжку, на которую сдавали макулатуру, потом получали талон, потом стояли в очереди, потом покупали эту книжку. Дефицит, голод. Что там сейчас? Ну, книжка, ну ладно. Как это? Face ID не ставьте на телефоны, чтобы дети ненароком, как бы, пока вы спите, не выпотрошили карточку. А все остальное, это что там? Вот. Ну, прецеденты уже известны, они, по крайней мере, в прессе писали. Значит, поэтому вот от таких историй, вот от такой матрешки, в которой вот, значит, все состоит из технических навыков, ну вот хардов, да, и вот софтов. Вот коллеги Павел Лукша, которого сегодня упоминали, и Дима Судаков, они вот так это сейчас трактуют. Что вообще навыки могут быть кросс-контекстные, межкультурные, значит, полипрофессиональные, мультипрофессиональные. Вот как это сейчас только не называют, языка еще толком нет. Ну, то есть я уже говорил, со словом «профессия» это не разобрались, а теперь к нему добавили кросс-профессионал, значит, компетент, что это, ну, вы, коллеги, да. Вот, не знаю. Значит, вот как-то так. Соответственно, что происходит? Ну, это вот то, что происходит со знаниями, умениями, навыками или компетенциями. Да? То есть мы сейчас компетенцию трактуем не как определенный пакет Zoom, а как способность справляться с определенным типом задач. Вот знаете, прибегает человек и говорит: Алексей, а вот ты знаешь, мы тут придумали, что неплохо бы провести мультимега, значит, фестиваль. Вот представь себе центр Якутии, памятник Ленину, значит, там 500 000 человек танцует под рейв. Ты такой, а я никогда не был в Якутии, ну, допустим, да, я никогда не проводил супер-мега-рейв-фестиваль, я даже не знаю, что это такое. 500 000 – это, значит, это же туалеты, значит, проходки, ну, безопасность, кто-то как-то надо это все сюда привезти, прилететь. Ну, там. Ты такой, так, ну ладно, значит, на 100 человек фестиваль проводил, примерная схема понятна, да, сколько денег, поехали, значит, давайте делать. Все, если ты с этим справился, ты компетент, не справился, ты некомпетент. Ну, а на что ты учился? На слесаря, на организатора культмассовых мероприятий, на педагога в школе, там, на
партработник, ну, какая разница? Вот. Значит, вот поэтому давайте посмотрим. Значит, самообразование. Смысл этого слайда, ну, вы его там прочитаете, в том, что мы всегда знаем, чему мы учим, но никогда не знаем, чему на самом деле человек учится. За очень редким исключением, когда он к вам приходит и сам про это рассказывает. То есть мы придумываем учебные планы, составляем из них образовательную программу. Да, вы знаете, что самый главный, кто определяет, значит, как будет устроена жизнь человека в колледже или в вузе, это методист, который составляет сетку расписания. И первым в нее, как правило, попадает либо урок физкультуры, потому что это узкое место, спортплощадка, либо уроки иностранного языка. А потом как-то распихивают все остальное, в том числе спецпредметы. Понимаете? Вот. Так вот, смысл этого слайда, что по-хорошему неплохо бы знать, чему люди на самом деле научаются, когда находятся вместе с вами. Только тогда мы сможем так настроить систему, чтобы люди научались тому, что им действительно хочется, интересно, они видят в этом выгоду для себя, перспективы для себя. И это не обязательно конкурентоспособность, это не обязательно социальная престижность, это не обязательно высокая зарплата, не обязательно комфорт, это всегда какая-то комбинация. Я где-то готов ради социальной престижности побыть в дискомфорте, или где-то ради зарплаты готов побыть в дискомфорте, где-то наоборот не готов. Дайте мне покомфортнее рабочее место, ну, и поспокойнее, а вот зарплата, ну ладно. А очень много людей, которые идут даже на, знаете, ну вот я встречаю таких людей, у меня всегда прям искренне за них счастлив. Я сам не такой, ну, может быть, к лучшему, мы разные. Вот те, кто заботится там о значит, там, пожилых людях или там о детях с какими-то отклонениями, они идут на крошечные зарплаты, на часто социум их не очень понимает, не очень признает. Это, ну, это не очень престижно, но люди на это идут. Вот. Короче, смысл этого слайда в том, что, мне кажется, единственное, что может делать система образования, это пытаться понять, а чему на самом деле люди хотят научаться, им интересно научаться, чему они научаются в процессе коммуникации с вами. И так настраивать, чтобы это было, ну, как бы эффективнее. Ну, в смысле, либо дешевле, либо быстрее, либо качественнее. Отсюда история про ученикоцентричность. В некотором смысле для вас это означает, что забудьте про запрос индустрии. С гарантией этот человек не проработает в этой индустрии, и тем более на этом предприятии, и тем более на этом рабочем месте всю жизнь. С гарантией. Не привяжете вы его ни, значит, распределением, к которому все призывают вернуться, значит, давайте, значит, распределение вернем, ни целевыми контрактами, ничем. А вот сделать так, чтобы человек везде мог пригодиться, знаете, в буквальном смысле есть такая, значит, такая история. Вот моя дочь получила в колледже профессию повар-технолог. Да, у меня дети в колледже учатся, как вы уже могли обратить внимание. Один вообще не учится. При этом уже работает на систему кружкового движения и Олимпиаду НТИ. Модератором, надо сказать, пошел по, значит, нашей стезе. И оказалось, что для вот первичного звена достаточно нескольких курсов от нас же, несколько раз постоять с нами в работе. Все, привет, покатился
характер по наклонной. Ну, получите, распишитесь. Вот я вам рассказываю здесь про временную занятость, про человекоцентричность, про интерес, а не деньги, да, про, значит, значимость навыка, а не диплома. Вот мой старший сын такой. Прям образец. Значит, все, что мы вам тут форсайтим, вот мы получаем в виде продукта, да, в собственной семье. Вот, 2 в колледже, 1 посмотрим еще, значит, пока на командира претендует. Значит, вот, поэтому вот она, откуда лезет человекоцентричность. Ну, потому что только там вы можете с этим человеком создавать событие. В буквальном смысле, ну, бытовать вместе. Потому что он все равно будет всю жизнь чему-то доучаться, и потому что ему интересно, и потому что жизнь заставит, и потому что вокруг будет возникать много нового. И если ему будет интересно с вами, он придет к вам. Это мир, простите, где мы говорим даже не о том, что это экономика впечатлений. Значит, Кирилл Игнатьев, такой российский предприниматель, инвестор, футуролог, он говорит, что у нас грядет антропоцентричная экономика. Ну, то есть все будет крутиться вокруг человека, его потребностей, нужд и вот так далее. Да? Я говорю, что, скорее всего, экономика будет крутиться вокруг команд, коллективов и вот каких-то сообществ. Потому что, ну, мы не одни, нам общаться хочется. Люди, повыходившие из, значит, самоизоляций, что значит самоизоляция? Принудительное, значит, указание «сидите дома». Вот. Ходят с бешеными глазами и только и делают, что обнимаются. Какая радость, мы наконец-то увиделись вживую, не по Зуму. То есть сначала все радовались Зуму. Ой, можно пообщаться, там Хабаровск, Якутия, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, все на связи, в одном месте, ура, давайте же обнимем. Сейчас такие, давайте обниматься. Вот мы хотим обниматься, вот поэтому, да. Ну и, соответственно, отсюда же история про глокальность. Глокальный – это в смысле думай глобально, действуй локально. Вот когда мы говорим, а давайте мы будем кампусом там, мирового уровня или вузом мирового уровня, это не обязательно, чтобы наш выпускник взял и поехал работать в Таиланд или управляющим куда-то в Бангладеш или поваром в Дубай, ну или там, не знаю, в Конго, там выращивателем крокодилов каких-нибудь. Мы говорим о том, что где бы я ни находился, я мог бы получить самое лучшее. Потому что в противном случае я уеду туда, где это можно сделать. Вот, поэтому, тогда, скорее всего, дальше у меня могут возникнуть здесь интересы, ну и так далее. Либо это как это уехал, приехал, ну вот такая миграция. Значит, вот это еще раз про, наверное, тому, что на что надо концентрировать внимание в образовательной системе, ну или как она должна быть устроена. Это, видите, скорее про мышление, а не про навыки. Вот в какой-то из групп я видел, что они обсуждают учиться. У кого-то это было. Вот, значит, группа такая, что вот, значит, вот это, наверное, вот сюда. Нам надо научить людей учиться. Ну или воспитать в них эту штуку, да, сформировать эту привычку. Привычку быть любопытным. Откуда берется предпринимательство? Да мне любопытно поковырять, а что, можно по-другому? Я начинаю ковыряться. Ой, не ждать, когда что-то заработает не так, а самому это делать. Привычку пробовать, привычку ошибаться, привычку исправлять ошибки, привычку вступать в коммуникацию, привычку держать слово, да, что такое ответственность. Держать свое слово. Я в коммуникацию вступил, что-то кому-то пообещал, я это сделал. Ну вот, понимаете. А если мы говорим про коллективность, это вот индивидуальная, наверное, часть, да? Вот.
А здесь мы говорим про коллективность. Ну вот когда у нас проектно-ориентированное образование, то это означает, например, что у нас и процесс весь должен быть выстроен иначе. Вы не можете научить людей быть ответственными или работать в команде, если вы не дали им гигантский простор самостоятельности. У меня куратор постоянно звонит мне и спрашивает: вот ваш сын не был на занятии. Повлияйте на него. Я говорю: моему сыну уже 18, все, привет. Он сам будет решать, он придет к вам на занятие или нет. В лучшем случае я у него поинтересуюсь: тебе там не скучно? Он говорит: скучно. Я говорю: все понятно. Понимаете? То есть выдать гигантский, чем больше вы выдадите самостоятельности, тем в перспективе вы с большей вероятностью это получите. А выдать самостоятельность страшно. Ну, мы же камера хранения. Мы же должны отчитаться: дети вошли, дети. Какие дети? Лбы. 18 лет. В соседней организации им выдают автоматы, отправляют, значит, умирать и убивать людей. А мы такие дети. Значит, дети зашли по списку, дети вышли. Вроде никто себе не разбил лоб. Да. Вот. Я заканчиваю. Значит, про образование. А это значит, что в свою очередь, если мы говорим про интерес, мы не можем все замкнуть в себе. Вот эта глокальность, вот эта свобода, вот этот интерес, вот это разнообразие, эту сложность мы не можем замкнуть ни в каком одном здании. Мы можем построить это здание, потому что нам, конечно, нужна физическая привязка к какой-то точке. Мы физические объекты, а не цифровые копии. Как хотелось, значит, трансцендентной этой России 2045 было такое движение, наши друзья делали. Вот. Значит, нам надо иметь сеть, партнерскую причем, где вин-вин история. Ну, это вы сейчас все сфотографируете, и на этом вот. Итого, значит, о чем я с вами говорил? Что навыки, которые нам потребуются, это все, что связано с человеком и все, что связано с коммуникацией. Все остальное так или иначе как-то решается. Система образования должна не учить, а помогать учиться. И эта история не про выдать какой-то хард, а про то, что человек сам может формировать свои коллективы, свои команды, решать свои проекты, брать на себя ответственность и так далее, и так далее. Вот, как мне кажется, то, что мы пытались заложить в атлас новых профессий. Оттуда, если вы посмотрите, там гигантское количество всяких профессий, типа медиатор такой, значит, консультант такой, значит, вот это оттуда все вылезло. Все, на этом я выступление свое, может быть, немножко затянувшееся, закончил. Спасибо вам огромное, что слушали. Спасибо. Спасибо большое. Вот, кстати, навык быстрого принятия решения в кризисных ситуациях. Когда мы поняли за 5 минут, что у нас не получается выступление московского эксперта, Алексей сразу сориентировался, что он, в принципе, эту презентацию-то и писал. Уважаемые коллеги, у вас время 1:15. Я надеюсь, что у каждого из вас в группе, по крайней мере, мне модераторы так отчитались, есть уже четко заявленная суперкомпетенция, по которой вы работаете. Напоминаю еще раз для рассуждения, суперкомпетенция – это то, что подсвечивает кампус как минимум на территории страны, а лучше в мире. Суперкомпетенция – это то, почему надо сделать, почему это раздельно, почему надо сделать отдельную компетенцию в WorldSkills. Это не то, что уже существует. Это то, что вы должны заявить и сказать, что в мировом WorldSkills нет такой компетенции. И следующие 10 лет брать там все награды, которые только возможны, потому что вы ее разработали. Помимо компетенции, не забудьте про амбиции и обоснования. То есть почему вы считаете эту цель амбициозной, какие у вас есть обоснования думать о том,
что вы можете и должны это делать. Технологии и форматы, не забываем, общие уникальные рабочие задачи и навыки и компетенции и того, кто учит, и того, кто учится. Ждем вас здесь в 16:30 на пленар. Пожалуйста, не опаздывайте. Хорошей работы.